Приветствую вас, уважаемые. Как всегда, я с вами Злой Грузин. Я желаю вам мира, здоровья, счастья и всего благ вам и вашей семье. Самое главное, не потерять честь и достоинство. Мои дорогие, у каждого народа есть своя культура, которым он очень сильно дорожит. Я уже не один год и не один время наблюдаю в том или ином сайтах, как идет, грубо говоря, присваивание или, можно сказать, воровство чужой культуры, соседа. Я считаю, что это очень низкий поступок, потому что каждый народ ведь должен гордиться своими корнями и своей культурой. Потому что, я как уже сказал, что в культуре есть твое лицо, твоего предков народа и традиции, обычаи, истории, корни. Твоя культура это есть корни, которые подчеркивают лицо твоего народа. Так зачем воровать у другого, если у тебя есть? Но, значит, ты чем-то не гордишься или чем-то стыдишься? Я не знаю этого. Речь пойдет сегодня о том, что уже не одно время, как Грузия находится под ударом так называемых присвоителей, которые нагло присваивают культуру грузинского народа, наследие грузинского народа, культурного. Давайте посмотрим вот одно видео, и потом я продолжу с вами беседу. Танец осетин-горцев. Горский перепляс. Исполняют ансамбли «Горец» и «Алания». Этот танец называется тиулур. Она грузинская. Песня, вы заметили, какие мелодии начинаются? Это примерно так. Рала мазия тушети. Вот это начало песни, это грузинская песня, тушинская песня. И ее поет прекрасная грузинская женщина Лела Татараидзе. И песня называется «Как ты красиво тушети». Танец ханджлури. Этот танец олицетворяет мужество и ловкость пастухов.
Зачем воровать у другого, если у тебя есть? Но, значит, ты чем-то не гордишься или чем-то стыдишься? Я не знаю этого. Ингушский танец исполняет мужской состав ансамбля. Зачем воровать у другого, если у тебя есть? Но, значит, ты чем-то не гордишься или чем-то стыдишься? Я не знаю этого. Зачем воровать у другого, если у тебя есть? Но, значит, ты чем-то не гордишься или чем-то стыдишься? Я не знаю этого.
Зачем воровать у другого, если у тебя есть? Но, значит, ты чем-то не гордишься или чем-то стыдишься? Я не знаю этого. Оржушка манвайы, ой маманы жағы, қашмасы маны қосауы, алып оны қаштам, ехазарвайы, ой вырыда, алып оны қаштам, махазарвайы, ой. Зачем воровать у другого, если у тебя есть? Но, значит, ты чем-то не гордишься или чем-то стыдишься? Я не знаю этого. Родился я в Грузии, в простой семье. Рос без отца, меня мать воспитывала. Были трудные дни, когда голодали. Я любил книги читать, спортом заниматься. Сильно люблю свою родину. Когда мне стукнуло 17 лет, на мою родину напала Россия, в Абхазии. Я пошел защищать там свою родину, а там уже землю моей бабушки, моих родственников, которые там жили. Я стал инвалидом войны, еще когда мне было 18 лет. Я рано женился. Продолжаю жить в той стране, где в 2008 опять Россия напала и убивал мой народ. Хотя меня и забрали из-за моей инвалидности. Это было для меня очень большое горе, что меня не забрали, я не смог послужить в своей стране. Хотя я от своего народа тоже очень много оплеух получаю за то, что я не грузин, только наполовину. Я осетин наполовину. Но все-таки есть грузины, которые меня называют: ты осетин, ты не грузин, проваливай отсюда. Но я, несмотря на это, все равно люблю свою родину и мой народ, грузин. Салам алейкум, братья ингуши, наши родственники. Камарджабат, Дзмебо Ингушебу, Чунонатисавебу. Я сейчас на русском сказал братья и на грузинском Дзмебу. Я думаю, слово брат и Дзмебо лишнее, когда два народа считают, что они родственники. И это не только наши слова, грузин и ингушей. Ученые и археологические раскопки, и ученые, изучая генетику наших народов, пришли к тому, что у нас нашлось один кровь и одна генетика и одна хаплогруппа. Это доказывает, что мы не только название братья, но мы еще и с истоков считаемся родственными по крови.